Белорецкое предприятие разработало российскую беговую дорожку. Основными производителями этих спортивных тренажеров являются зарубежные компании. На создание собственного образца уральскому заводу спортинвентаря потребовалось несколько лет. Почти все комплектующие создают в собственных цехах, расположенных в селе Серменево. Об одном из крупнейших поставщиков инвентаря для фитнес-клубов расскажет Артур Шамсудинов. Может и совпадение, но на этом производстве все работники в хорошей форме. Шутка ли, сотрудники делают и на месте, испытывают спортивные тренажеры и снаряды, гантели, брусья, турники и многофункциональные комплексы. Оборудование на любую группу мышц и аудиторию. 10 лет назад предприятие начинало свою работу с выпуска всего 3 десятков различных видов тренажеров. Сегодня в ассортименте более 700. Двигаться вперед помогают собственные разработки, самые последние из которых это беговая дорожка. В России их не производят, закупают из-за рубежа. Образец белорецкого предприятия на 90% состоит из собственных комплектующих. Популярный тренажер мог пополнить залы фитнес-студии еще 2 года назад, однако после введения санкций Уральский завод полностью пересмотрел внутреннюю составляющую, заменив многие компоненты. На днях беговую дорожку отправили на испытания в один из спортзалов Белорецка. Еще один спортивный снаряд – турник с гидравлическим регулировщиком высоты. Его создавали совместно с ветераном боевых действий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Тренажер можно поднять и опустить под любую высоту. В развитие импортозамещающей продукции Уральский завод спортинвентаря за 3 года вложил более 75 миллионов рублей. Существенным подспорьем стала и господдержка. На производство средств реабилитации предприятие получило субсидию, учрежденную по инициативе Радия Хабирова. На заводе воспользовались и другими республиканскими мерами поддержки. Мы получили льготный займ от Фонда развития промышленности Республики Башкортостан. Сейчас нам активно помогает региональная лизинговая компания Республики Башкортостан, а также мы давние партнеры Башкирской микрокредитной компании. За последний год мы приобрели 4 станка. Это два станка с программным обеспечением, фрезерно-гравировальный станок, токарный с ЧПУ и 2 вулканизационных пресса. Благодаря этим станкам мы увеличили производство на 20%. Сократить издержки помогло и собственное литейное производство, которое открыли в Белорецке. Для его организации республика помогла подключить коммуникации, а также предоставила налоговые льготы. Такой редкий случай. Действительно, в сельской местности 80 человек работают. И самое главное, вы выпускаете оборудование, которое мы традиционно привыкли считать импортным. За это большое спасибо. Развивайтесь дальше. Вот с Минпромом работаете, мы готовы вам и субсидии еще давать, в первую очередь, и готовы и по ФРП вам помогать. Здесь рядом дом, вот из-за этого вот я. И здесь и завод рядом, работать хорошо, 2 через 2 мне нравится. Дом делать успеваю, здесь работаю. Зарплата хорошо, да, платят хорошо, без задержек, без ничего. Предприятие активно участвует в социальной жизни района, поддерживает участников спецоперации и их семьи. В рамках проекта «Атайсал» завод построил в селе Серменево современную детскую площадку для жителей. Предприятие вдохновляет заниматься спортом не только дома или в зале, но и на улице. Тренажеры Уральского завода можно увидеть во многих башкирских двориках, участвовавших в программе благоустройства. Артур Шамсудинов, Вадим Исламов и Ильдар Давлетов. Новости. Белорецкий район.